Да, начинаем, да. Угу. Хорошо, мы в кадре, да. Здравствуйте, уважаемые товарищи, коллеги. Сегодня у нас с вами, нам предстоит с вами анализ результатов предметного этапа по Олимпиаде по ОБЖ. И вебинар сегодня ведет Распутина Анастасия Александровна, председатель предметного жюри, и я, Новикова Ирина Дмитриевна, заместитель председателя, руководитель Республиканского метода объединения учителей ОБЖ. Нужно сказать, что в этом году мы проводим 10-й, можно сказать, юбилейный этап Олимпиады по ОБЖ. В феврале 2009 года мы начинали этот этап, и тогда принимали участие где-то всего около 27 человек, и этапы проходили очень скромно. Нужно сказать, что практический тур тогда еще не был сформирован, и учащиеся практические задания выполняли устно, то есть говорили, что и как нужно сделать. Например, костер тогда выкладывали из палочек, из спичек, не то, что сейчас. В этом году произошли серьезные изменения в положении о проведении регионального этапа, и об этих особенностях расскажет Анастасия Александровна. Пожалуйста. Добрый день, коллеги. Значит, да, действительно, в этом году было очень много новшеств, и я думаю, что все из вас их заметили. Значит, самое главное новшество заключается в том, что предварительные итоги Олимпиады подводятся сейчас не в день проведения практического тура, как это было раньше, всегда обычно, а буквально через 1,5-2 недели после окончания проведения Олимпиады. С одной стороны, это хорошо, да, у нас больше времени на более качественную проверку олимпиадных заданий участников, но с другой стороны, это заставляет вас побыть в некотором ожидании достаточно долго, но тем оно приятнее может быть, будем на это надеяться. Следующее новшество заключается в том, что в этом году предельно прозрачно происходит процедура ознакомления участников с результатами Олимпиады. Все работы были отсканированы, выложены в личные кабинеты участников, и, пожалуй, это тоже достаточно такой положительный и очень направленный шаг в сторону лучшего, да, и будем надеяться, что дальше также будет все продолжаться. Еще одной из особенностей, которые случились в этом году, можно назвать выдачу примерных, так скажем, урезанных заданий практического тура всем участникам накануне, да, то есть примерно за сутки до проведения практического тура. Тем самым у участников, я считаю, что с одной стороны, опять же, да, палка о двух концах. С одной стороны, хорошо, участники были готовы примерно к тому, что им необходимо было проделывать на заданиях практического тура. Ну а с другой стороны, с точки зрения учителя, преподавателя, наверное, определенные проблемы тоже могут быть, да, в том, что всем все известно, да, и вроде как никакой изюминки и загадки нет. Ну, на самом деле, эта изюминка-загадка была. В этом году мы засекали время прохождения каждого этапа, каждого задания на практическом туре. И, в общем-то, нужно сказать, что по этому показателю большинство олимпийцев укладывались во временные нормативы, хотя на некоторых этапах у некоторых возникали проблемы и времени не хватало. Вот, пожалуй, это тоже очень важный, наверное, критерий оценки – способность совершить какое-то практическое действие в указанное, в отведенное время. Что еще из особенностей? Ну, я думаю, что в целом из новшеств, наверное, все. Ну, наверное, все, да. И дальше Ирине Дмитриевне передаю слово. Проанализируем контингент наших олимпийцев. Заявлено было 41 участник, но прибыла команда из 35 школьников. И обратите, пожалуйста, внимание, как постаралась Воркута, она представила команду из 13 человек, которые принимали участие и в старшей, и средней возрастной группах, а также Усинск, тоже учащиеся из Усинска принимали участие в 9, 10, 11 классах. Ухта традиционно тоже много представляет учащихся. Ну, а остальные муниципалитеты представили по одному ученику, и очень жалко, что у нас, к сожалению, такая складывается традиция, что некоторые муниципальные образования нерегулярно представляют
участников, для школьников для участия в Олимпиаде, и, конечно же, этим снижается накал борьбы, а может быть, в этих районах учатся самые лучшие ОБЖисты. Нужно сказать, что у нас примерно из года в год сохраняется тот же самый контингент детей, то есть больше 40 участников у нас никогда не бывало. Даже если и больше заявлялось, но приезжало по факту всегда меньше. Ну вот такой вот момент, обращаем, пожалуйста, внимание, из-за того, что ряд муниципальных образований не были представлены, это в основном районы, так, у нас получилось вот такое вот соотношение между участниками из, как мы говорим, город и село. Сельские школьники были представлены меньшим количеством процентов, зато в 3 раза примерно больше это были учащиеся городских школ. Ну, конечно, это говорит и о том, что качество образования в городе выше, но, а кто знает, может быть, в сельских районах то же самое. Хорошее обучение. Не хватает нам участников Олимпиады. Пожалуйста. Я, в свою очередь, хочу немножко обратить внимание на гендерный состав участников. В средней возрастной группе примерно одинаковое, не примерно, а одинаковое количество участников было по распределению по половому признаку, да, то есть было, вот здесь, наверное, какая-то... 5,6. Да, 5,6. 6 мальчиков и 5 6 мальчиков, да, и 5 девочек примерно одинаково. А вот в старшей возрастной группе мы видим преобладание девушек. 13 девочек. Да, 13 девочек и 11 мальчиков, да. Ну, очень радует этот факт, радует, что девчонки тоже принимают весьма активное участие именно в Олимпиаде по ОБЖ. Хотя, казалось бы, такая дисциплина больше мальчуковая, наверное, да, ОБЖ. Совершенно верно. Но учитывая то, что девочки более прилежные, так, они лучше выполняют теоретический тур. Ну и на практике тоже не отстают от мальчиков. Перейдем к характеристике содержания и туров прохождения Олимпиады. Олимпиада у нас всегда проводилась 2 дня. Это было 8 февраля, пятница, и в субботу. И тоже по положению мы в этом году перенесли для всех участников практически задания на 2-й день. Хотя у нас в прошлые года было, что 9 класс проходил практические задания сразу же в день написания теоретических заданий. Задания теоретического тура Олимпиады были объединены в 2 модуля. Первый модуль традиционный, как его называют, теоретический или письменный, он включал 12 заданий. И второй модуль, это модуль тестовых заданий, включал 5 заданий с выбором 1 ответа, такие репродуктивного плана, и остальные 15 предусматривали выбор или 2 ответов, или 3 ответов. Количество выбираемых ответов было указано очень четко. Блоки, как вы видите, соответствуют разделам образовательной программы и охватывают все основное содержание предмета. Для старшеклассников в модуле 1 было уменьшено количество заданий по чрезвычайным ситуациям техногенного характера, но за этот счет были включены задания по основам национальной безопасности и задания по основам военной службы. Я сейчас буду характеризовать содержание заданий и указывать их типичные ошибки сразу и для 9 класса, и для 10 и 11 классов. Итак, приступим, пожалуйста, внимательно. Первый блок заданий, он соответствовал разделу программы «Действия в условиях автономного существования». И учащимся 9 класса было предложено принципиально новое задание, которое называется «Памятка, если вы заблудились в лесу». Задания для работы с текстом такого уровня на Олимпиадах еще не было, по крайней мере, на нашей Олимпиаде не было. Это задание больше соотносится с заданиями, которые выполняют школьники на ЕГЭ, например, по биологии. То есть нужно было внимательно прочитать довольно-таки объемный текст и определить, какие предложения в этом тексте ошибочны, так, и внести содержание этой ошибки, выписать предложение с ошибкой в таблицу,
затем указать, какая здесь ошибка, исправить ее и написать правильное предложение. К сожалению, вот учащиеся, видимо, растерялись, увидя такой текст, и что же там правильно, а что, какие советы неправильны, вот тут они растерялись. И поэтому, к сожалению, здесь ответ был не очень высокий. А для старшеклассников было предложено задание «Топографические знаки», и учащимся предлагалось определить вид переправы. Или это будет деревянный мост, или это будет паром, или брод, или водопад. Ну, нужно сказать, что сейчас очень широко практикуются задания на знание топографии, на умение читать план местности, ориентироваться по карте. Так. Но вот ученики совершенно не были готовы к тому, что нужно было дать характеристику. Ну, например, мост. Нужно было определить, из какого материала этот мост, какова его длина, какая ширина, какая высота этого моста. То есть нужно было дать характеристику всем цифровым обозначениям, которые были внесены к данным знакам. Но вот учащиеся путали длину и ширину. Ну, тут мы засчитывали как положительный ответ, потому что растерялись дети. Тут или длина моста нужна, или ширина реки. В общем, для них это все было одинаково. По сути, да, ширина реки это. Угу. Поэтому мы оценивали здесь ответ правильно. Второй, значит, по первому заданию смотрим снизу. Здесь нумерация идет, да, заданий. Вот. Учащиеся 9 класса так, ну, примерно наполовину смогли определить, какие ошибки были допущены в тексте о правилах поведения в лесу, если заплутались. Второй блок заданий был посвящен инфекционным заболеваниям в 9 классе. Так. И в чем здесь была проблема у детей? То, что не смогли четко классифицировать заболевания по месту их локализации и возбудителя. То есть вот молодцы, знают место локализации, знают возбудителя, а вот далее уже был предложен очень большой список заболеваний. Тут вот уже немножечко подрастерялись, но так или иначе все равно задания были выполнены достаточно успешно. А вот десятиклассникам, к сожалению, не хватило умения прочитать само задание, и отсюда пошли ошибки, когда нужно было определить, какую помощь первую необходимо было оказать. Ну вот, например, задание 2 в 10-11 классе состояло из 3 подзаданий, и по характеристике нужно было определить сначала группу заболеваний, а потом предлагалось перечень симптомов, какое же это заболевание. По перечню симптомов нужно было определить заболевание. И вот, к сожалению, качество ответов было низкое. И мы думали, а в чем же причина? Вот вроде бы все так просто. Но оказывается, что ученики неправильно прочли основной перечень симптомов, а вот то, что было выделено ниже в столбик, вот на это больше обратили внимание, чем на текстовое сопровождение. И отсюда получилось, что вместо инсульта вместо инфаркта, значит, там появился переломы, появилось отравление, инсульт, ну, вот какие-то другие уже совершенно симптомы. И отсюда был неправилен и последний ответ. Какую же помощь нужно оказывать? И правильно, хоть что на первом месте написали, что нужно вызвать первую медицинскую помощь, ну а далее уже скорую помощь. Да. Абсолютно все, причем участники написали, что нужно вызвать скорую помощь. Это уже радует. Ну, а, к сожалению, ответы за это задание были не очень высокие. Так, далее возьмем следующий блок заданий. Это задания о чрезвычайных ситуациях природного характера. И в 10 и в 9 классах эти задания были посвящены, например, характеристике селей и обвалов. И задания были сформированы совершенно по-разному. Ну вот, например, если
9 классу было предложено определить причины селей и обвалов, изучая антропогенные и природные факторы, то десятиклассникам, старшеклассникам нужно было определить эти факторы самостоятельно на основе характеристики текста. И вот предметное жюри порой все-таки удивляется тому, как все-таки учащиеся не могут анализировать текст. Вот в 10 классе было предложено, я прочту даже: селевые потоки зарождаются в горной местности и движутся по руслам рек оврагам, имеющим в своих верховьях уклоны. Заполните схему, вписав 3 обязательных условия. Почему дети пишут, что это может быть песок? Так, почему пишут, что это может быть равнина? Ну никак непонятно. Но за это задание предлагался еще один бонусный балл, если ученик указывал, что уклон будет, должен равняться где-то примерно 10 или 15 градусам. Это указал всего лишь один учащийся указал. Далее тоже вот некоторые, опять же, торопятся, невнимательны, и вот получалось так, что как будто бы наоборот все делают. Вот с одной стороны написано антропогенный, с другой стороны природный. Вот поставь плюсики. Правильно. Нет, в антропогенный он пишет минус, а в природный пишет плюс. И вот так вот, как говорится, зеркальное такое вот отображение ответа. Ну что ж вот сделаешь? Просто вот такая вот невнимательность была. Или то же самое, первичные и вторичные поражающие факторы при извержении вулкана и землетрясения. Ну что может быть проще, кажется? Нет, все равно путаем. Невнимательность. Просто невнимательность, да. Большей частью невнимательность. Или вот такое вот задание, уже при характеристике задания из блока техногенной опасности, пожары. Тоже очень такое простое задание, опять же, на логику. Вот перечисляются способы прекращения горения, разбавление, изоляция, охлаждение. А во втором столбце характеристика способа. И до такой степени здесь все, как говорится, прозрачно. Например, вот если изоляция, то у нас есть такое вот пожелание. Что это такое изоляция? Это прекращение доступа горючих веществ или воздуха в зону горения. Почему ребенок ставит стрелку от слова «изоляция» к слову «добавление», никак непонятно. Или, например, охлаждение. Значит, способ прекращения горения – охлаждение. Почему многие не доводят стрелку до такой характеристики, где это добавление веществ, отнимающих часть тепла, идущего на поддержку горения? Вот даже не зная этого, но если внимательно читать и думать, то можно было ответить правильно. Также затрудняются учащиеся приводить примеры способов защиты населения от аварийных химически опасных веществ при нахождении в городе. Опять же, не додумали до конца само задание, при каком же условии нужно защищать население. И, значит, здесь писали о том, что перечисляли действия, которые нужно предпринять в случае выброса, или способы повышения на производстве, но никак. А если я в городе живу, вот здесь, вот, так как я должна себя защитить? По-моему, это тоже вопрос в школьной практике хорошо обсуждается, довольно-таки часто. Очень жалко, что в 10 классе, простите, все время говорю старший класс, 10 класс, в 10-11 классах учащиеся забыли виды излучения. И там, значит, бета, гамма, альфа, бета, гамма и нейтральное излучение, да. Да. В некоторых случаях даже почему-то писали и первый случай гамма, и там в другом случае гамма, совершенно не задумываясь над тем, что же все-таки пишут. То есть все вот эти вот примеры, опять же, указывают на то, не то, что, например, дети чего-то не учили. Все это учили, задания в основном все идут базового уровня сложности. Но вот, видимо, волнение помешало более четко ответить на вопросы. Очень хорошо ответили на задание классификации мероприятий РСЧС.
Здесь нужно было набрать 11 баллов и средний балл 9. Хорошо знают предупреждающие знаки безопасности, так, запрещающие знаки дорожного движения для автомобилей, мотоциклов и велосипедистов. Вот интересно то, что в этом году задания для 10, 11 классов и 9 классов, они были вот все одни и те же. Проверялись одни и те же понятия и одни и те же умения. Но вот сам характер выполнения заданий менялся. Так, сложным оказались задания из блока опасности социального характера. Они требовали ответа, требовали развернутого самостоятельного ответа. И здесь тоже учащимся помешал стереотип подхода. Ну, например, задание перечислить признаки подготовки к террористическому акту на объекте. Так? А учащиеся перевели это таким образом, что нужно перечислить действия заложников при захвате объекта школы террористами, так, или перечисляли действия террориста-подрывника, так, но не то, перечисляли единично. Да, Анастасия Александровна? Да, и это у 9 класса. 9 класса. Да, они перечисляли так вот единично, и приходилось только угадывать, что же там все-таки подразумевается. А вот в 10-11 классе предлагалось перечислить признаки деструктивного поведения под воздействием каких-то экстремистов. Тоже задание высокого уровня сложности, но ученики опять перечисляли не то. Например, может быть, вы скажете? Практически все перечислили определенные признаки изменения поведения, да, то есть слово поведение, да, мы не вынуждены, а мы засчитывали его, конечно, как правильно. Вот. Но помимо поведения необходимо было отметить еще изменения в одежде человека, который находится под влиянием террористов, да, и вот изменения в прическе, такой был вариант ответа, критерий, изменения лексики и привычек. И заведение новых знакомств. Да. Мы засчитывали в данном случае и знакомства в социальных сетях, как за правильный ответ, потому что такие ответы действительно были. То есть, что касается ответов поведения, новое знакомство и чего еще, лексики, да, такие ответы встречались. А вот насчет одежды, только один человек указал изменение одежды, а насчет прически даже никто. Видимо, подумали, как само собой разумеющееся, может быть. Тоже тут трудно судить. Почему? И вот для членов жюри проверка таких вот заданий, где, чтобы ученик сам сформулировал свою мысль и записал, это очень самый такой трудный момент в проверке работ. И я неоднократно уже обращалась в различных вебинарах, когда для этого был случай, чтобы вот в таком нужно учить школьников, чтобы они каждый признак записывали отдельно. Вот первый признак, вот второй признак, вот третий признак. И не писать все сплошным текстом, как сочинение. Вот именно краткая четкая формулировка мысли, она бы помогла ученикам все-таки разобраться в содержании ответа и сделать его более правильным. Так, на этом заключаются сходства в содержании заданий для средней и старшей возрастной групп. И заканчиваю обзор блоком, основы национальной безопасности. Блок основы национальной безопасности. Так, это установление соответствия между полномочиями президента и правительства. Задание повышенного уровня сложности, это задание 9. Так, и выполнили ученики старшего класса достаточно хорошо. Средний балл 5,4 из 7 баллов возможных. Так. И 12-е задание – это задание на соответствие, которое характеризует доктрину национальной безопасности. И в таком случае задание было выполнено тоже удовлетворительно, средний балл 5,6 из 9 возможных.
Так, по основам военной службы знаки различия на военной одежде. Но такого рода задание, оно постоянно у нас присутствует, но все-таки мы еще не научились, все-таки не все знают эти знаки различия. Там были петлицы для разных родов войск, хотя даже если присмотреться на то, что изображено на этой петлице, то уже 3 там точно можно было определить, даже не зная по смыслу, так, ну, за остальными пришлось бы, наверное, подумать. Нужно сказать, что максимальное количество ответов, максимальное количество баллов за ответы было выставлено в единичных случаях. Ну вот в 10 классе, например, это всего 7%. 7% заданий, которые получили максимальное количество баллов, а в 11 классе 27% ответов получили наибольшее количество баллов. Но вот когда вы затем будете просматривать презентацию, и когда вы получите возможность, вы ее и так уже получили, эту возможность проанализировать вместе с детьми, потому что ведь сама работа уже выставлена, и задания имеются в свободном доступе, вот вы можете посмотреть и сравнить результаты максимального количества баллов и среднего для 10 и для 11 классов. Например, вот на этом слайде мы видим. И для себя составить, для педагогов составить такой вот план перспективы, а над чем же работать с 10-классниками и 9-классниками, потому что все-таки это будущие наши олимпийцы, и нужно как раз стараться над тем, чтобы сохранить этот контингент школьников. А при выполнении заданий тестового характера здесь у нас наблюдается прогресс, хотя максимального количества баллов 33 все-таки никто не набрал, но нужно сказать, что дети, видимо, или вы научили, или уже кто-то другой, но если дети видят, что 3 балла, ответ оценивается в 3 балла, то и, соответственно, стараются ставить 3 каких-то ответа или 2, то есть уже себя как бы страхуют, и лишних ответов не отмечают, потому что если будут отмечены ответы, даже учитывая то, что среди них есть правильный, весь ответ обнуляется. Если будет указано больше количество ответов, чем полагается. Да. Вот. Так что здесь уже дети у нас хорошо начинают отвечать и думать. Но опять же, мне как человеку все-таки несколько уже не такому близкому к ОБЖ, то все стараюсь приблизиться к знатокам этого предмета. Но вот, например, меня лично поразил ответ на такой вопрос. Перечислите все возможные виды личного оружия. Ну и, значит, там граната, саперная лопатка, карабин, что, пистолет или автомат, что-то такое, да? Автомат. Ну вот дети отмечают саперная лопатка. Ну, конечно же, в опытных руках и палка стреляет, но относить саперную лопатку к оружию, как-то все-таки нелогично. Так, ну вот нужно сказать, что все-таки учащиеся достаточно хорошо справились с заданиями на удовлетворительно. И что позволило довольно-таки успешно и дальше выступать уже в практическом туре. Анастасия Александровна рассказывает нам про эти соревнования. Да, коллеги, моя задача охарактеризовать задания практического тура. Значит, что у нас презентация не та, да? Ага. Значит, задания в 9 и в 10-11 классах несколько перекликались и повторялись, правда, не все, да, и сейчас я поподробнее о них. Первое задание называлось «Спасательная работа на воде». Ну и далее вы, в общем-то, видите перед собой, да, на слайде все задания, которые были у 9-классников. У 10-классников 6-е задание было, заменено на определение высоты и ширины объекта, а задание 7 на снаряжение магазина патронами, и было добавлено 8-е задание «Стрельба по мишени». Нужно отметить, что в этом году у нас в старшей возрастной группе было 2 задания из раздела «Основы военной службы», да, 7-е, 8-е.
Ну и, собственно, небольшой анализ. Значит, сначала вообще так получилось, что у нас все этапы по уровню прохождения можно было поделить на 3 группы. Значит, первая группа – это те этапы, с которыми олимпийцы практически не справились или справились на 50% и ниже. А вторая группа заданий – это, наоборот, очень легко проходимые, легко, быстро проходимые задания, с которыми справились практически все идеально. Ну и третья группа – что-то 50-50, 50 на 50, когда часть олимпийцев справлялась, часть справлялась, но были небольшие трудности, небольшие ошибки, о которых я чуть позже расскажу. Итак, решила начать с тех этапов, на которых возникли достаточно серьезные трудности у олимпийцев, дабы потом закончить за здравие, да, все-таки наш сегодняшний вебинар. Итак, значит, в 9 классе достаточно трудным было задание тушения пожара. Значит, вот это первая диаграмма. Здесь нужно отметить, что 5 человек из 11, да, это меньше 50%, выполнили идеально. А к ним не было никаких претензий. Они надели полностью пожарную форму, боевую форму пожарного, простите. Они полностью застегнули необходимые ремешки, опустили забрало у каски, пробежали и выбрали нужный тип огнетушителя в зависимости от задания. А задания были по карточкам, значит, тушения пожара, возникшего вследствие разлития легко воспламеняющейся жидкости. Там был бензин у нас, дизель, дизельное топливо. Пожар, возникший в деревянном доме, пожар, возникший из-за возгорания пластика. То есть необходимо было выбрать в зависимости от вида горящего объекта правильный огнетушитель. Ну и вот мы видим, да, что 5 человек из 11 справились. Ну а остальные 6, я бы сказала, что справились не очень удачно, да, не очень хорошо. Из них 3, то есть 30% не справились совсем. И самое... На то, что задание было дано на руки. Да, совершенно верно. И самая, не самая, а, пожалуй, единственная ошибка, за которую сразу выставлялся максимальный штраф, это неправильный выбор огнетушителя. Вот это самая серьезная ошибка. Да. В остальном, в надевании формы, вот они, вот эти маленькие огрехи у 3 человек. Где-то был не застегнут ремешок, где-то не опустили забрало у каски, и так далее. То есть вот здесь ошибочки такие минимальные у 3. А 3 полностью не смогли выбрать огнетушитель правильно. В 10 классе, 10-11 классах сложность вызвала задание «Стрельба по мишени». Значит, здесь нужно сказать, что это была 8-я мишень. С 10-метрового расстояния были совершены выстрелы, 5 выстрелов по этой мишени. Ну и что мы увидели? Значит, как оценивалось задание? Из всех 5 выстрелов суммировались результаты 2 самых лучших выстрелов. Ну и что мы видим? Мы видим, что, значит, 6 человек из 24, то есть это сколько? Четверть, да, 25% выбили больше десятки. Я опять же повторюсь, да, это 2 выстрела. То есть, например, один выстрел был на 8, 8 выбили, второй выстрел, на 6, на 7, да, по-разному у кого как. 10 человек – это практически половина. В общем-то, можно сказать, что с заданием справились, да, но при всем при этом выбили до 10 на мишенях. То есть, у кого-то было 3, плюс 4 или 3 плюс 7, да, вот до 10. И мы видим, что 30% опять же у нас с заданием не справились совсем. То есть все 5 выстрелов эти ребята совершили в молоко, да, то есть мимо мишеней. Тоже, наверное, достаточно такая печальная картина, на мой взгляд. Возможно, это связано с материально-технической базой образовательных учреждений, возможно, с тем, что стрельбы проводятся, да, может быть, но не везде, да, не у всех есть возможность просто-напросто тренировать этот этап у олимпийцев. И самая удручающая картина, как ни странно, да, связана с выполнением самого первого задания и в 9 и в 10 классах. Значит, 9 класс синим цветом изображен, да, диаграммки, 10 и 11 оранжевым.
Это первый этап спасательной работы на воде. Значит, олимпийцам условие задачи было таково, что тонущий плот на определенном расстоянии, ну, понятно, что, значит, расстояние варьировало для юношей и девушек и варьировало для возрастных групп. То есть у 10-классников, 11-классников плот располагался подальше, чем у 9-классников. Ну и, соответственно, у юношей тоже подальше на метр, чем у девушек. Ну и необходимо было олимпийцам выбрать, предоставлялось право выбора, средства, с помощью которого они могли бы, значит, помочь утопающим туристам, находящимся на этом плоту. Из этих средств на выбор была веревка, достаточно длинная, 15-метровой длины, без узлов, не отягощенная ничем абсолютно, то есть легкая веревка. И второе средство – это конец Александрова, да, спасательный круг, достаточно тяжелый, надо сказать, да, то есть вот две такие крайности: легкая веревка и тяжелый круг. Ну и что мы с вами видим? Мы видим, что двое всего лишь 9-классников справились с заданием, да, ну а соответственно не справились остальные 9. Ужасно, да, то есть здесь не было никаких ошибок, ну, вернее, ошибки были, но в качестве ошибок, значит, была ошибка невозможности совершения данного практического навыка с первой попытки. То есть если олимпиец совершал с первой попытки правильно это действие, то, соответственно, без штрафа начислялась максимальная сумма баллов. Тут в зависимости от класса она разная была. 10 у старшеклассников, 20 баллов у 9-классников. Если со второй попытки удавалось совершать, то, значит, начислялась с небольшим штрафом, да, сумма баллов. Ну а если из третьей попытки не удавалось, или если был заступ, или если во время броска олимпиец выпускал из рук второй конец средства спасательного, ну, тут сразу максимальная сумма штрафа начислялась. Ну и вот мы видим, да, что удручающая картина, конечно, на мой взгляд. 2 из 11 9-классников выполнили, да, и 4 из 24 старшеклассников. Плот-то ведь не маленький, это мат был, туда не могли попасть или что? Совершенно верно, плот был не маленький, это был гимнастический мат, но, в общем-то, как и по условию задания, да, он соответствовал размерам абсолютно полностью, тем, которые предлагалось в задании. Но, значит, какие проблемы? Вот когда олимпиец выбирал легкую веревку, да, без отягощений, он не мог ее добросить. Она падала до плота. А она падала, да, раньше, потому что она легкая, да, либо ее выпускали из рук. А что касается спасательного круга, то здесь наоборот, да, он тяжелый. И либо, опять же, из-за тяжести не долетал, либо он отпружинивал и перелетал, отпрыгивал, да, от поверхности, либо, опять же, была выпущена веревка из рук. Да. Ну, еще одна из ошибок была, это, конечно, заступ за контрольную линию. Да, здесь тоже максимально сразу снимались все баллы, максимальный штраф был. Ну, вот о чем говорит, да, о том, что вот этот практический навык, наверное, не отрабатывается в большинстве образовательных организаций. Да? Хотя я не скажу, что это новый этап, это этап, который у нас был и неоднократно был. И вообще-то нам он на самом деле показался достаточно простым. Вот, да, нам, жюри, когда мы увидели задание, но тем не менее трудности, вот посмотрите, да, так парадоксально, максимальное количество трудностей было именно на этом этапе. Значит, все, закончились те 3 этапа, на которых было очень тяжело. А теперь о хорошем. Да, значит, раздел выживания в условиях вынужденного автономного существования. Здесь было 2 этапа у 9-классников: раскладка костра и ориентирование на местности. Значит, ну и вот здесь мы по этим этапам видим очень такую симпатичную картину. Костер выкладывают практически все участники, умеют это делать. Кстати говоря, этот этап был и у старшей возрастной группы, тоже раскладка костра. Одинаковые костры нужно было разложить? Да, там по карточкам заданиям, да, разные карточки были с заданиями, смотря какую карточку, да, вытаскивал олимпиец. Угу. Вот. А по поводу ориентирования на местности у нас прогресс явный.
по сравнению с прошлым годом. Да, половина учеников у нас не могли определить, половина олимпийцев, да, не могли определить обратный азимут. Но вот в этом году порадовали нас и смогли определить и, значит, азимут на предмет, и обратный азимут тоже. То есть вот этот этап вообще практически не вызвал трудностей ни у кого. Мне теперь хочется дополнить, чтобы и карту научились читать, вернее, план местности научились читать. Да, ну вот опять же, да, у нас небольшое расхождение теории и практики. И мы видим, да, что задания теоретического тура на ориентирование действительно вызвали проблемы определенные. А вот с точки зрения практики ребят смогли определить азимуты. Значит, еще один такой достаточно простой этап, который повторяется у нас, по-моему, каждый год, если я не ошибаюсь, это преодоление зоны химического поражения, оказание помощи пострадавшим. А здесь было некоторое различие между возрастными группами. Да? Там в одной группе был один пострадавший, а в другой группе был взрослый и ребенок в качестве пострадавших. Но здесь все было хорошо. Единственная такая наиболее часто встречаемая ошибка – это когда олимпиец не помещал ребенка в камеру, да, в специальную камеру для ребенка, защитную. Очень редкий предмет у нас. Да, совершенно верно. Это редкое такое средство оснащения материально-технической базой, вероятно, да, школ. Поэтому, ну, в любом случае, большинство, как ни странно, опять же, справились. Да? То есть этот этап не вызвал никаких трудностей, вероятно, потому что у нас повторяется из года в год, и участники к нему готовы просто-напросто. Ну и сейчас, значит, это последняя часть заданий, последняя группа заданий, которая вызвала определенные трудности. Но нужно сказать, что в этом году у нас были новые задания относительно, да, значит, это этап подготовка бочонка к подъему, 5-е задание в обеих возрастных группах, и там, и там. Это определение высоты и ширины объекта, это у старшеклассников. Ну и еще один этап снаряжения магазина патронами, опять же, у старшеклассников. И, вероятно, в связи с тем, что этапы новые, да, вот здесь возникали трудности. Ну, хотя, опять же, не у всех. Снаряжение магазина было уже когда-то? Да, снаряжение магазина было, но вот здесь почему были... Причем ошибки-то, да, мы вот если посмотрим на снаряжение магазина, ошибки – это превышение лимита времени. Давалось очень небольшое количество времени, 50 секунд юношам, 60 секунд девушек, да, то есть минута, за которую нужно было разрядить сначала один магазин, а затем зарядить патронами полностью исправный магазин. Вот единственная ошибка – это превышение лимита времени. Значит, ну, когда мы проводили этот этап, было выяснено, что вообще-то даже некоторые участники на Олимпиаде впервые подержали в руках магазин автомата Калашникова и впервые увидели, да, познакомились, так скажем, с учебными патронами. Все понятно, да, оснащение школ абсолютно у всех разное, но мы будем считать за положительный итог то, что ребята хотя бы познакомились, да, с тем, что такое учебные патроны, что такое магазины Калашникова, те, которые их еще раньше не видели. Хотя бы они их сейчас увидели. Но надо сказать, что несмотря на то, что они их раньше в руках не держали, зарядить, да, магазин неким количеством патронов им все-таки удавалось. И вот это тоже здорово, да, тоже приятно. По поводу бочонка к подъему, значит, здесь вне зависимости от узла участнику предлагалось закрепить на 19-литровом бутыле веревку таким образом, чтобы можно было ее поднять через окно в разрушенное здание, да, с питьевой водой полностью. Ну и очень интересно было то, что бочонок по условию задачи был открыт. Да, то есть максимально вертикально необходимо было это сделать, вне зависимости от узла. И вот здесь я хочу отметить, что узлы продемонстрировали участники все абсолютно разные. И тем не менее, несмотря на разность узлов, да, на разность навыков, большинство участников справилось. Ну вот ошибки, которые здесь указаны, да, это вот действительно вроде бы все было завязано хорошо, но бочонок был невозможно было его удержать, да, мы проверяли на прочность этот узел. В результате такой проверки бочонок вываливался, да, веревка слетала с бочонка, то есть не удалось. Ну и еще одна из ошибок – это чрезмерный наклон бочонка.
в зависимости от возрастной группы угол наклона был разным, да, то есть там побольше угол для девятиклассников и предельно небольшой угол, там 10 градусов буквально, для старшей возрастной группы. Наверное, вы сейчас будете объявлять результаты. Уже результаты. Я вот хочу еще чуть-чуть остановиться на этапе оказания первой помощи. Да, у нас из года в год этот этап повторяется, и из года в год есть задания по сердечно-легочной реанимации. И как ни печально, из года в год у нас одни и те же ошибки. Да? Неправильная постановка рук при проведении сердечно-легочной реанимации. То есть участники готовы накладывать руки на мечевидный отросток, причем называя его не самым красивым словом мочевидный отросток. И я не говорю, что все, да, но такое встречается. Мы с вами должны понимать, что если мы неправильно накладываем руки, то мы, в общем-то, в 99% случаев человека можем убить при такой накладке рук. Да? Если накладывать на мечевидный отросток, совершенно то нужно верно. Обязательно здесь показать, наверное, преподавателям скелет. И обратить внимание, да. где он располагается, этот мечевидный отросток, и к чему приведет. И да, и еще сказать о креплении, да, мечевидного отростка к грудине, о том, что оно действительно достаточно слабое. Ну или если полностью на грудную клетку накладываются руки, да, мы тоже можем подозревать, что здесь будет совершен перелом ребер, причем не одного и даже не 6, как по условию задания, а намного больше. Еще одна из проблем здесь была, одна из ошибок, это неправильный алгоритм проведения реанимации, сам алгоритм. Как ни странно, да, значит, по последним европейским постановлениям, значит, мы должны сначала 30 раз совершить компрессию грудной клетки, да, 30 нажать, а затем совершить 2 вдоха искусственной вентиляции легких. Ну, кто как. Да. Я даже видела лично соотношение 1 к 15. Вот откуда оно возникло, вот это непонятное старое соотношение, устаревшее, вернее, да, значит, проведение, ну и так далее. Я прошу олимпийцев и их наставников, да, ну, конечно, больше наставников, обратить внимание именно на этот этап, да, на проведение и оказание первой помощи пострадавшим. Потому что от этого зачастую зависит не то чтобы здоровье, да, пострадавшего, но и его жизнь. Анастасия Александровна, если там у нас дальше вот уже, да, вот прежде чем все будут радоваться, все-таки я скажу, пожелаю некоторые рекомендации, выскажу некоторые рекомендации для того, чтобы повысить качество наших ответов. Ну, во-первых, ну, то, что содержание, учить теорию, учить в соответствии с учебником в первую очередь, это 100%, потом уже все другие сведения, которые выходят за рамки школьной программы и делая олимпиаду, представляя олимпиаду на расширенном и углубленном уже уровне. Но основу-то всегда составляет школьный учебник. Так вот, все-таки я продолжаю говорить о том, что необходимо формировать у учащихся навык грамотного чтения учебного текста. Какие приемы помогут разобраться ученику с текстом, разобраться с рисунками? Но самый такой вот банальный прием, который дети порой не любят, это заполнение таблиц. Таблицы могут быть аналитические, таблицы могут быть направлены на сравнение. Аналитической деятельности способствует составление схем в логической последовательности, составление структурных схем. То есть самые вот обычные такие вот задания, но они способствуют четкому определению понятий и определению признаков под эти понятия. Далее, если, например, мы говорим о том, что необходимо вот установить соответствие при помощи стрелок, так и учите детей, чтобы они эти стрелки рисовали или линии ровные прочерчивали, а не так, как вот одна девушка отвечала, она сделала пунктирные линии от одного блока к другому, и вот пойди там разберись, да, куда там что заканчивается, где эта линия начинается и где она заканчивается. Итак, самое главное – учить читать текст. Учить давать самостоятельный ответ на развернутые задания. И вот именно приучать школьника, чтобы он не просто списывал при этом какой-то абзац из учебника, а чтобы вот давал ответ конкретный и четкий. И не стесняться указывать на это. Если ответ дан не по существу вопроса, так и писать, что ответ не зачтен, то есть это 2.
Далее, применять технологии на развитие логических универсальных учебных действий. Это вот обязательно, это очень тесно связано как раз вот с технологией работы с текстом. Так, и настоятельно рекомендую разработать, или это будет факультатив, или это будет кружок, или это будет элективный курс, который будет посвящен основам топографии. Конечно, я знаю, у вас есть такое направление, как туризм, учителя физкультуры и безопасности жизнедеятельности, вы ведете такие секции, но в туризм тогда тоже надо включить какой-то блок, который посвящен именно знанию плана местности, умением определять координаты, расстояния между объектами и умение читать карту. Ну вот на этом я закончу свои ценные рекомендации, и Анастасия Александровна, как председатель комиссии предметного жюри, объявит предварительные итоги. Ну, коллеги, я думаю, что для вас уже не секрет, да, все было выложено на сайте. Вот. Но, тем не менее, да, формальности ради, да и потом, чтобы поздравить. Значит, в средней возрастной группе в 9 классах победителем предварительно у нас становится Назаренко Никита Васильевич из Ижемского района. Очень радостно, что это не город, да, очень радостно, что это, ну так скажем, в кавычках, провинция. Тем не менее, да, первое место мы видим. Никита Васильевич, поздравляем наставника. Второе место предварительно занимает Королёв Данил Игоревич из гимназии номер 3 Инты. Мы видим небольшой отрыв, всего лишь 10 баллов. Да, и, четкий отрыв. Но четкий, да, четкий, солидный отрыв, когда, ну, в общем, да, хороший отрыв. Да. Спора нет. Спора нет, да. И третье место занимает Жаркова Яна Сергеевна из школы номер 35 Воркуты. Поздравляем учителя и Яну Сергеевну тоже. В старшей возрастной группе, значит, у нас здесь два призера, да, простите, из одной школы, из 35-й, опять же, школы города Воркута. Значит, это Мухуддинова Виктория Фаритовна, которая набрала 231 балл, тоже четко лидирует и предварительно занимает первое место. Второе место занимает Кильдяев Иван Валентинович из кадетской школы Сосногорска. Ну и третье место Виноградов Александр Эдгардович из 35-й Воркутинской школы. Да, действительно, мы видим, что отрывы у всех видимые, да, по крайней мере, заметные, что позволило нам, в общем-то, без проблем определить призеров данной Олимпиады в этом году. От себя лично хочу поздравить всех участников, не только победителей, да, но и вообще всех, кто смог приехать, всех, кто смог выступить, нашли в себе силы, возможности, средства и так далее, и так далее. Спасибо вам, что вы приезжали. Мы очень будем ждать большую часть из вас в следующем году, конечно же. Ну и сегодня по регламенту у нас с вами должен состояться чат, да, то есть я буду отвечать на ваши вопросы в течение часа. Ну и давайте условимся, что это будет вечером, вечернее время с 8 до 9 в связи с сильной загруженностью режима дня моего, вот так случается. С 8 до 9 я буду в чате ждать ваших вопросов, с удовольствием на них отвечать. Завтра по регламенту вы имеете право подавать апелляции в течение дня, которые будут рассмотрены в субботу, и окончательные итоги Олимпиады будут подведены 22 февраля. Все результаты будут выложены на сайте. Все, спасибо. Спасибо за внимание. Да, спасибо за внимание. До свидания. До свидания.